получается, уже новый проект мы запустили, «Парад голосов». И учитывая, что мы практически сегодня мы выводим его на более лучший уровень, этот проект. Ты, наверное, помнишь наши предыдущие два проекта, мы с тобой прошли хорошую школу, у нас с тобой много всего было интересного. Ты тогда работала в другом салоне, и этот салон очень оказал большую поддержку для тех участников. Когда ты готовишь какой-то проект, это все не заключается только в узком его специфическом направлении. Их необходимо сегодня от и до подготовить к сцене. Соответственно, без услуг профессионалов, в данном случае без услуг салона, мы не сможем обойтись, и без вашей помощи мы не сможем обойтись. И у вас вроде бы в этом салоне собрана хорошая команда профессионалов. Я знаю, что они знают свое дело. Для этого нам просто необходимо было обратиться в салон Wellness & Spa, поэтому я пришла к тебе сегодня в гости. Я знаю, что ваш салон сможет предоставить этот спектр услуг, и я знаю, что мы хорошо сможем подготовить наших ребят перед концертом. Недостаточно просто выйти и спеть песню. Ты это хорошо знаешь. Нужно их еще, помимо того, что одеть, их нужно еще привести в соответствующий вид. Неважно, парикмахер мужской или же там косметолог для девушки и прочее, прочее. Это все очень играет большую роль. И для меня тоже важно, как они будут выглядеть. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и помощь. И я отвечаю за своих девочек, с которыми мы работаем. И я думаю, что да, публичный человек, он обязательно должен быть не просто с красивым голосом, он должен привлекать внимание, даже просто когда смотришь на него, потому что если выглядит неприятный человек, и он неопрятный, и некрасив, и просто с красивым голосом, его просто немножко жалеет. Поэтому я считаю, что нужно полностью смотреть за тем, чтобы у девушек был внешний облик привлекательный. Ну а молодые люди, они, я думаю, не откажутся у нас в тренажерном зале привести в порядок свой внешний вид, тоже подкачаться. Все, что им необходимо, ты в любом случае увидишь, потому что они в 20 минут должны уже подойти, поэтому ты своим взглядом профессиональным оценишь, и тебе будет виднее, что и как для них лучше, что подобрать, какую программу оздоровительную и какую программу в плане приведения их лиц в соответствующие нормы. Хорошо? Кстати, вот это не они? Да, это они. Да, Алдюзел. Вы знаете, почему я вас сюда пригласила? Я хочу вас познакомить с директором самого крупного в республике спортивно-оздоровительного комплекса Wellness & Spa, с человеком, который будет заниматься вашей внешностью, потому что, да, конечно, на проекте мне очень важны ваши вокальные данные, но для того, чтобы вывести вас на экран, этого тоже бывает не всегда достаточно, потому что вы люди будете публичные, на вас будут направлены камеры, вас будут фотографировать, соответственно, вы должны выглядеть также подтянуто, ни одной шероховатости не должно быть, и для этого я сегодня вас сюда пригласила, потому что хочу передать вас в руки профессионалов, которые работают в этом спортивно-оздоровительном комплексе. И я знаю, что я могу быть спокойна, потому что я вас передаю в руки людей, которые знают свое дело, в руки профессионалов. И хочу вам представить директора крупного в республике спортивно-оздоровительного комплекса Wellness & Spa Светланы Ватаевой. Мне, конечно, очень приятно, что вы меня так приветствуете, но я думаю, что у нас еще впереди столько много работы, что вам будет не так весело. И вы будете, я считаю, что совсем не так выглядеть, как сейчас. Сейчас вы молодые, перспективные, но вы уже должны стать профессионалами, поэтому это будет отражаться не только на ваших голосовых данных, но и на вашей внешности. Поэтому мы прошли с Диной уже 2 проекта, у нас были хорошие результаты. С вами, я надеюсь, тоже проблем не будет, и вы будете довольны и счастливы, что попали в наши руки.
А сейчас, естественно, мы давайте начнем уже работать. С девушками займутся на женской стороне. Там есть полностью салон, спа-процедуры, косметолог, все, что для вас нужно. А с молодыми людьми я вас доверю своему управляющему мужского салона. Ну, здесь тоже есть салон, но самое главное для вас, я, наверное, думаю, это тренажерный зал. Я сейчас вам представлю своего управляющего мужского зала, и он определит, что вам нужно для того, чтобы начинать заниматься уже. Абди, подойди, пожалуйста. Это Абди Сулейманов, он управляющий мужской стороны нашей, и он тренер по фитнесу. Поэтому вот в первую очередь вы будете работать с ним. Там легкие хагает кюшен худа диез, мон худа диез. А следующие тренировки еще и формы одежды эти спортивные, чтобы вам удобно было в чем заниматься. И со следующего раза мы начнем уже более серьезно тренировки. Абди, дух коню заниматься лишь. Раз тренировки шел, ходит шуханью. Тренировки самое главное желание еще. Желание захочется результат хагят. Что как и надо. Жимсек дальше тоушали вещь, вот и они хума тоушали вещь жимсек. Шун дело, шун тем более ушли хуманш. Шуна ханю алил дешь, что кесна хагу дешь до. А чтобы добиться результата, я опять повторяюсь, надо желание иметь. А хекча, не любой хума хек должен лишь. Ну а следует хаксум гайти гушун, что мы ловим гушу, хаж гушу. Жим лежа в конах. Пошмовый. Вот это именно нагрудные мышцы идут. Это базовое упражнение вообще. Хват должен быть соответственно широким. Вот так вот. Дыхание надо правильно контролировать. Берешь штангу, вот, давай. Взял, вздох, выдох. О, вздох, выдох. Вот, все, хорош, хватит. Отлично. Самое главное, дыхание. Любой силовой хомячный. Вот, опоры, когиш опоры есть. Пойдем на кране мою, лапшу на это тоже самое. О, взял, вздох, выдох. Вздох, выдох. Вдох, выдох. Потом есть на трицепс, на эту часть, вот узким хватом берешь. Вот, примерно. Вот так вот. Но локти должны прижаться к туловищу. Во. Раз. Трицепс, да? Да. Только дайте мне горда, тут надо прижаться к туловищу. Во. Это чисто трицепс. Плечи, груди и как у крылья. Вот я тебе сейчас объясню. Вот первую тренировку, например, качают грудь и бицепсы. Например, там 3-4 упражнения на грудь идет и 3 упражнения на бицепсы идут. Все. Следующую тренировку ты качаешь чисто спину и трицепсы качаешь. А следующий уже ноги, плечи. Ну, иногда можно совмещать, перебрасывать еще. Вот. Постоянно надо менять программу через 3-4 месяца. И беговой дорожка. Ага. Сюда я шел беги и там на стадионе или в зале. Есть, конечно, люди разница. Человек, свежий воздух, я ешеги, человек ешеги. Но ты здесь можешь лучше скинуть вес, Да? да, чем на улице. Ты, допустим, 100 килограмм, 78 килограмм Ага, вес ага, в данное время. ага. А заниматься, где примерно 3 месяцев я буду скидывать наоборот или наоборот Наоборот, будешь наращивать. Наращивать вес, будешь, да, конечно. Ну, например, за 3 месяца ты можешь, если хорошо будешь трудиться, килограммов 5-6 набрать. Набрать, да? Да, а мышечный вес, это вообще больше смотрится на теле. Покажи, как ты делаешь. Ага, говорит, а бицепс качать мой. Давай, примерно 8 раз. Ты уже неправильно делаешь. Вот, подожди штангу. Я сейчас покажу, потом ты сделаешь. Да, поздно. Вот, взял, локти чуть надо задвинуть. Корпус на месте стоит. Вот, раз. 2. Видишь? Корпус вообще не должен двигаться. И локти. А локти шагуай, шалка халёл. Вот, у тебя уже бицепс иди улицы. Ты дела уже бицепса, you have больше вышвел. Халёл, лохьяла. Вот, давай. Давай. Локти что уходи. Локти шалка моя. О. О. Это чисто
Это чисто бицепсы. Базовое упражнение на плечи. Во. Вот, берешь, вот. Раз. Тоже выдох. 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 Легче, да? Да. Окей, для ног упражнения. Самое базовое это приседание. Приседания. Да. Вообще тяжелой атлетики 3 базовых упражнения. Жим лежа, становая тяга и приседание. Правильно, как? Руки за Для чего? приседание. Не, со штангой надо. Штанга, да? Да, конечно. Дальше я Вот, смотри, я даже покажу. Вот. Взял. Вот. Надо вон точку наверху найти. Вот осанка ровная должна быть. Вот. Вот. Не обязательно до Чисто конца для садиться, ног, да? да? Да, вот ровно, горизонтально надо. Вот. Все. При этом упражнении самое главное дыхание. Yok вздохин, воздух вешла, от вздоха сами холодный градат. Создается воздушный вакуум. Слухопозвоночник, держать еще. Вечером или Где-то после обеда лучше. До 9, до 10, да. Also, ich laute. А просто давите 4, да. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Свет, за время, которое вы уделили для наших девочек и для молодых парней наших, большое спасибо. Та программа, о которой вы говорите, уже курс, спортивно-оздоровительный курс, то, что вы с ними проведете, для нас это большая честь, что именно этот салон будет работать с этими начинающими артистами. Поэтому за все спасибо большое, Ты за вот знаешь. эту экскурсию и за предоставленные услуги, и за дальнейшую работу с этими ребятами. Ты знаешь, что ты можешь обращаться ко мне в любое время. Я хочу пожелать тебе удачи и вашему проекту. Я думаю, девочки не пожалеют о том, что обратились к нашим мастерам. Спасибо, Свет, я тоже, я уверена, что они не пожалеют, и никто, это большая честь для всех нас, как я бы хотела сказать. Для рейс
буквально недавно глава Чеченской Республики обратил внимание на то, что практически мало кто знает гимн Чеченской Республики, гимн Российской Федерации. Это действительно очень важный момент, потому что каждый из нас обязан и должен знать государственную символику, атрибутику. Все мы должны знать наизусть гимн, потому раньше в школах, когда мы учились, обязательно было изучить гимн Советского Союза. И сегодня этот гимн многие знают. Так, по идее, мы должны знать и гимн нынешнего времени, и тем более быть патриотами и знать свой гимн. Да, это, конечно, наше допущение, что мы сами до этого не додумались, что опять-таки в очередной раз к главе приходится объяснять, говорить, что вы должны знать это или то, но мы попытались как бы восполнить упущенное, и сегодня у нас проводится репетиция, изучение гимна, мы сегодня репетируем этот гимн. Готовы? 3, 4. Я считаю, что в этих словах очень глубокий и познавательный смысл. Наверное, со мной согласится каждый патриот, каждый житель Чеченской Республики. Меня переполняет чувство гордости, когда я слышу гимн Чеченской Республики, так как это один из главных символов нашей республики. Вообще все мы, как слушатели, да, привыкли видеть на концерте живой звук, исполнение, но, скажем, под аранжировку, под сопровождение, минус, скажем так. Вот. Ну и немножко решили отойти от уже привычного нам образа, и мы решили подготовить номер чисто под такое, скажем, классическое народное сопровождение. Сегодня мы будем репетировать песню Аминат Ахмадовой «Беттаса». Это очень красивая композиция, и это человек, который предоставил нам все свои фонограммы для того, чтобы наши участники могли работать. А вот именно эту песню, она пела ее, исполняла ее очень так вот нежно, и мы решили исполнить ее чисто под живой звук и сочетать классическое сопровождение с народным сопровождением и добиться этого результата без, скажем, присутствия минусовки.
нас назначен на 23 мая уже концерт. Первый показательный концерт проекта «Парад голосов». И уже участники, они почувствовали всю ответственность, важность и значимость. Сегодня 22 человека, 22 участника этого проекта «Парада голосов». То, что мы им открываем сегодня сцену, внедряем их в культуру и уже дарим нашей республике новые имена, новые голоса, я думаю, что это хороший будет результат. Я надеюсь, что какую-то частичку своего долга как работника культуры я все-таки смогу исполнить.